А в Республиканском театре оперы и балета сегодня прошел большой гала-концерт к столетию Коми. На сцену вышли ведущие творческие коллективы и мастера искусства региона. Ансамбль песни и танца «Осек» и ансамбль «Зарни-Йоль», артисты театра оперы и балета, Академического театра драмы имени Виктора Савина и Национального музыкально-драматического театра. Эта же программа с успехом прошла на сценах Большого и Михайловского театров Москвы и Санкт-Петербурга, двойни Республики Коми. Ведущие вечера, как и в обеих столицах, Светлана Зейналова и Роман Будников. Наш телеканал вел прямую интернет-трансляцию. Техническую поддержку осуществляла ПАО «Ростелеком». Столетие республика шла по пути промышленного освоения богатейших природных запасов Коми-края. Особый упор был сделан на развитие сначала лесного, а затем топливно-энергетического комплексов. Республика Коми стала одним из ведущих индустриальных регионов России. Сегодня, на пороге второго столетия, перед нами стоит задача провести перезагрузку экономики, сделав особый упор на развитие новых, несырьевых сервисных секторов, увеличив при этом долю глубокой переработки в наших базовых отраслях промышленности. Сегодня я хочу от всей души поблагодарить наших уважаемых, почетных граждан, а также всех жителей региона за труд на благо республики. Кроме того, на мероприятии также получили свои награды почетные граждане республики. В этом году указом главы звания удостоены ветеран дорожной и строительной отраслей Вячеслав Худяев и генеральный директор акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая» Николай Черный.